В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская республика». Мои коллеги я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. С рабочим визитом в Чеченскую республику прибыл директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Программа пребывания насыщенная. Виктор Золотов и Рамзан Кадыров посетили территорию войсковой части Грозненского соединения Росгвардии для участия в торжественном собрании. Событие посвящено присвоению указом президента России соединения Росгвардии Северо-Кавказскому округу Росгвардии почетного статуса орденоносное, а вручение удостоверения к ордену Жукова и прикрепление высокой госнаграды к личному штандарту командующего расскажет Наталья Депутатова. В столичном аэропорту директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова встретили глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и руководители министерств и ведомств региона. Первым делом гости отправились в Грозненское соединение Росгвардии. В торжественной обстановке Виктор Золотов передал командующему Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковнику Сергею Захарову удостоверение к ордену Жукова и прикрепил государственную награду к личному штандарту подразделения. Георгия Константиновича Жукова. Это событие, безусловно, символизирует глубокую историческую преемственность, поскольку нынешние бойцы и командиры Росгвардии демонстрируют примеры исключительной ратной доблести, уверенно следуют по стопам поколения победителей. Вместе с тем, награждение Северо-Кавказского округа орденом Жукова объективно свидетельствует о его особой роли в структуре войск Национальной гвардии, а также в системе обеспечения государственной и общественной безопасности России. С первых дней формирования округ неизменно находится в авангарде борьбы с незаконными вооруженными формированиями. На счету объединенной группировки войск, которые в нынешнем году отмечают 25-ю годовщину своего создания, сотни успешно проведенных контртеррористических операций, позволивших своевременно обезвредить бандитские формирования и обеспечить восстановление мирной жизни в регионе. За самоотверженность и профессионализм более 6 тысяч воинов-росгвардейцев Северо-Кавказского округа за проявленное мужество и отвагу удостоены государственных наград. 15 из них присвоено высшее звание Героев Российской Федерации. И уже почти треть из общего числа награжденных удостоены госнаград по итогам участия в специальной военной операции. Там сегодня крайне востребован бесценный боевой опыт, накопленный войсками в особых условиях службы на Северном Кавказе. А решительность и смелость, которую демонстрирует личный состав округа, не оставляет сомнений в скорейшем достижении справедливого мира, закона и порядка на землях новых российских регионов. Результаты вашего ратного труда по достоинству оценивает общество и руководство страны. Помимо этого, Золотов вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении служебных боевых задач, 10 государственных наград. 3 были отмечены благодарственными письмами от Юрия Чайки. В завершении церемонии директор Росгвардии поздравил весь личный состав с наступающим Днем Защитника Отечества. Полномочный представитель Северо-Кавказского федерального округа обратился к собравшимся с приветственным словом. Мы все являемся участниками знаменательного события вручения Северо-Кавказскому округу войск Национальной гвардии Российской Федерации высокой государственной награды ордена Жукова. Особенно символично, что оно происходит в накануне важнейшего и всенародно любимого праздника Дня Защитника Отечества. История России богата примерами несгибаемой воли и героизма, ставшими мощной преградой для внешних угроз, посягательств на независимость государства. Следуем заветам предыдущих поколений защитников Родины, сейчас десятки тысяч бойцов из региона Северного Кавказа, военнослужащих и добровольцев также находятся на передовой, подтверждая статус округа самого воюющего в стране. И сегодня наш национальный лидер, президент Владимир Владимирович Путин, своим указом о награждении орденом Жукова высоко оценил заслуги солдат, сержантов, офицеров и генералов, командиров всех степеней Росгвардии, которые посвятили свою жизнь служению отчизне, внесли колоссальный вклад в обеспечение безопасности и решение различных боевых задач. После Рамзан Кадыров вместе с почетными гостями приняли участие в открытии нового корпуса детского сада «Звездочка», расположенного на территории Грозненского соединения Росгвардии. Здесь заведующие учреждения вручили символический ключ и наградили орденом труда. Осмотрев помещение нового корпуса, почетные гости передали воспитанникам подарки и игрушки. Спасибо! Ребята, в свою очередь, приготовили для посетителей музыкальные и танцевальные номера, а также прочитали стихи. Приглашаем в гости сказку
общении с журналистами Виктор Золотов отметил, что в Чеченской Республике созданы все условия для военнослужащих и их семей, чтобы они смогли спокойно и комфортно нести службу. Любой регион мог бы позавидовать такому детскому садику. Вот на здании звездочка, оно соответствует и самим ребятам. Они светятся, сияют. Я сказал уже, что, знаете, для любого человека в мире нет ничего дороже и ближе, чем счастливые лица ребят. Вот чтобы всегда они были такими здесь, вот как сегодня. Чтобы, и я хочу сказать, и воспитатели потрясающие. Вот они теплые, чувствуется тепло от них такое исходит, такое добро. И вот такие люди должны быть воспитывать именно детишек. Ну а ребята, это всегда, как знаете, вот их выступления, сейчас танцы, выступления, стихотворения, ну дали, знаете, такой свет на сердце, тепло. Так что огромное спасибо. И Рамзан Ахматович, огромное спасибо за помощь и поддержку. Бойцы из нашего региона с первых дней принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Регулярно отправляются отряды добровольцев. Рамзан Кадыров подчеркнул, что в России и в частности в Чеченской Республике хватает патриотов, готовых стать плечом к плечу на защиту Родины. У нас все россияне и все вместе вокруг нашего президента. Мы сформировали 4 полка и 5 батальонов там, Росгвардии и Минобороны. Желающих очень много служить стать на защиту нашего Отечества. У нас абсолютно хватает патриотов, и мы обязательно победим этих шайтанов, и победа будет за нами. На территории 46-й бригады оперативного назначения проживает около 13 тысяч человек, 130 многодетных семей. Новое образовательное учреждение для дошкольников оснащено всем необходимым. Просторные кабинеты, столовая, спальные и игровые комнаты. Каждый ребенок в нашем гарнизоне получит место в детском саду. Особую благодарность хочется выразить руководству нашей федеральной службы, Росгвардии и, естественно, конечно же, главе Чеченской Республики. Если бы не их помощь и поддержка, я так думаю, мы бы еще долго ждали и нуждались в таком детском саду. Чем тебе нравится заниматься в детском саду? Пазлы собирать. Очень красивый детский сад. Сам садик расположен в удобном месте, близко к жилым корпусам. Все воспитатели – это высококвалифицированные специалисты. Такой подарок, безусловно, ценен для войсковой части. Это яркое, просторное и удобное двухэтажное строение. Новый детский сад рассчитан на 240 мест, что, безусловно, разгрузит уже имеющийся на территории гарнизона первый. К тому же он уникален по своей конструкции. Здание сборно-разборное. Возвели его всего за полгода. В любой момент его можно перевести в другое место. Наталья Депутатова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Профессионализм и мужество личного состава регионального управления Росгвардии заслуживает самую высокую оценку. Об этом заявил Виктор Золотов на торжественной церемонии награждения отличившихся высокими государственными наградами в Грозном. Депутату Госдумы Адаму Делимханову присвоили воинское звание высшего офицера генерал-майор, а также вручили звания «Онах Герой Чеченской Республики», орден мужества и за заслуги перед Отечеством первой степени, что подчеркнул в своем выступлении Рамзан Кадыров в репортаже Лейлы Муртазовой. Директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова и главу региона Рамзана Кадырова встретил строй командирского состава и военнослужащие Росгвардии. Руководитель субъекта, обращаясь к высокопоставленному гостю, отметил, что он и все сотрудники готовы выполнить задачи любой сложности, поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Для этих целей у республиканских подразделений имеется самое современное и качественное материально-техническое обеспечение, а главное – сила духа. Уважаемый Виктор Васильевич, Юрий Яковлевич, я с гордостью говорю всегда и приветствую вас на территории Чеченской Республики. И мы все, ваши подчиненные, ждем вас в гости. И я вас уверяю, что ваши подчиненные, начиная с меня, заканчивая рядового, вас не подведут перед Верховным главнокомандующим и выполнят любой приказ, любой сложности. Для этого мы каждый день обучаемся, мы обеспечены благодаря вам. У нас нет никаких абсолютно проблем. Полностью техника, обеспечение, связь, форма одежды. Абсолютно у нас нет никаких проблем. Мы готовы на все случаи жизни. И это благодаря вам. Поэтому хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы с нами, за то, что вы разделяете наши проблемы и решаете любые вопросы, которые мы ставим перед вами. Мы вас очень уважаем, и мы готовы
всегда быть в строю на защите нашего Отечества. Мы выполним приказы Верховного Главнокомандующего, мы уничтожим этих шайтанов и заберем не только территории Авдеевка, другие города и села, мы заберем и Киев, иншаллах. Федеральный чиновник отметил профессионализм и мужество личного состава Управления Росгвардии по Чеченской Республике, которые принимают самое активное участие в специальной военной операции, защищают интересы страны, а также мирное население освобожденных территорий. Сегодня мы вновь воздаем заслуженные почести нашим товарищам по оружию, кто в непростое для страны время проявил исключительную силу духа, верность присяге, готовность и умение принимать ответственные решения. Личный состав управления Росгвардии по Чеченской Республике с первых дней СВО находится на самых ответственных участках боевой работы. Кроме того, бойцы и командиры наших республиканских спецподразделений сегодня активно содействуют процессам восстановления мирной жизни на территории новых регионов. И в основе таких правильных жизненных принципов лежит пример первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. В этом году исполнится уже 20 лет с момента его трагической гибели. Но чеченский народ и вся Россия помнят и чтут жизненную мудрость Ахмад Хаджи, благодаря которому регион обрел стабильность и процветание. Сегодня в республике динамично реализуются многие федеральные проекты и государственные программы. Уделяется большое внимание вопросам безопасности, развития культуры, образования и спорта. И объективным признанием достигнутых успехов служит высокая награда «Орден за заслуги перед Отечеством», который в соответствии с указом президента удостоен глава республики Рамзан Ахматович Кадыров. Примите искренние поздравления по этому поводу, уважаемый Рамзан Ахматович. Зная вашу активную жизненную позицию, глубокую преданность делу отца и интересам российского государства, полагаю, что наша совместная работа по восстановлению новых регионов позволит добиться не менее достойных результатов. Под вашим руководством в республике растет достойная смена своих отцов и дедов, ломающая хребет врагу. На фоне такой положительной оценки Виктор Золотов перешел к церемонии награждения. Депутату Государственной Думы Адаму Делимханову присвоили воинское звание высшего офицера генерал-майор. Он один из первых отправился на передовую и вместе с военнослужащими боролся против киевского режима и участвовал в освобождении стратегических важных городов и населенных пунктов. Далее помощнику главы Амхату Хататаеву вручили именное оружие ГЛОК-17. Кроме этого, указом главы региона за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом личный вклад в дело защиты интересов Отечества помощнику директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Алибеку Делимханову присвоили высшее звание субъекта – Героя Чеченской Республики ОНАХ. Присваивается звание Героя Чеченской Республики КОНАХ генерал-лейтенанту Делимханову Алибеку Султановичу, помощнику директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Далее очередное воинское звание и специальное звание полковник полиции присвоили командиру ОМОН Ахмат Грозный Анзору Бисаеву и подполковник командиру 96-го оперативного полка Магомеду Тушаеву. Эти офицеры славятся своей боевой подготовкой и долгое время эффективно обеспечивают безопасность на территории республики, а также возглавляя два самых боеспособных подразделения, демонстрировали значительные результаты в зоне проведения специальной военной операции. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награждены заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев орденом мужества, орденом за заслуги перед Отечеством первой степени начальник разведывательной службы шейх Ахмед Висханов, а также сотрудникам ОМОНа Ахмат-1 и Ахмат Грозный вручили медали за отличие в охране общественного порядка. Главный командующий генерал армии Воша Виктор Золотов, она в мероприятии Ратана, сотрудник Шабеги, внимание на цен наградит пина, это наградит пинчануа, сову, для хараяца, для хараяца дальнула.
После приятной части гость пожелал всем бойцам дальнейших успехов в службе на благо Родины и поздравил с предстоящим мужским праздником. Нынешние бойцы и командиры Росгвардии демонстрируют примеры исключительной ратной доблести и добросовестной службы. Их заслуги регулярно отмечаются на государственном уровне. На такой позитивной ноте визит чиновника завершился. Рамзан Кадыров лично проводил главнокомандующего войск Национальной гвардии Виктора Золотова. Лейла Муртазова, Рахман Хаджиев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В 2023-м, который прошел под эгидой Года чеченского языка, произошло много значимых событий, но внимание к педагогам, преподающим чеченский язык, не угасло. Накануне на совещании под председательством Рамзана Кадырова было предложено вознаградить всех учителей родного языка денежными премиями и вручить высокие награды наиболее заслуживающим. Данная инициатива принадлежит заместителю председателя правительства Айшат Кадыровой и первому заму руководителя администрации главы правительства Хадижат Кадыровой. Репортаж Адама Магомедова. Почетные награды и премии в размере 100 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова всем учителям родного языка. Такую инициативу проявили заместитель председателя правительства региона Айшат Рамзановна и первый заместитель руководителя администрации главы правительства республики Хадижат Кадырова в ходе совещания в Грозном, отметив, что преподавателям не было оказано должное внимание в год чеченского языка. Руководитель субъекта поддержал идею. Даден шараха нохчи меч шодарвай и вайдуку белш бинер шиазер мероприятий нервай дала тугер цагала таллен нохчи мет хихар гошан коч тергоцайна цар бешбек бок болх бу ватеку что учуран нохчи мот нохчи гылкш адач амош. Мы посоветовались с заместителем председателя правительства Чеченской Республики Айшат Рамзановной и просим вас отметить заслуги более 1500 педагогов родного языка и поощрить их. Любимые внучка юду, а бабушки дон, а бог не сиду на самом деле, а чего бухар адюдал деждер, ночи мот амош, ночи мот дон бюч, имел хазбу и бис хачу дон и бюч на дон, особенно хоть балдис и бюч на чо дон, да резал дон ладва догдо, а камела дон хазахит и бюч واحد резал, а из вей адюдал шляч угри хала дон, хигарош ди адюдал деждер вей и упущению дела дона вей да мола зарплат мел дутер. Либо меркада 25-30 тысяч стажи хажен средний зарплат 3 зарплат зарплат что. Да мола да мел тел чугуде гетер ходи. Да по 100 тысяч рублей дальше декрет. И это стажи хажен цанёх шел награч грамота шельчи декардер. Да мола вей 1644 тагана вей да мола цана по 100 тысяч рублей ахче дон лурду дон. И плюс пойбады дон награчу дон хаджа ажи дон йочан так почетный гражданин орден Кадырова за заслуги, заслуженный учитель дон, народный учитель йошел награч хаджа хошуры оня. Не просто до выхода дон, щенгельгачу награчлой дона уж адбитас дон. نص احتعاوالي دون استعدون اس اخشى عود الردود داس دون داس ميل براتي دو اش اوشكيش داس يابي غوس دوا خطاب دون درام تياتر دون اوكولتش تا غوشكيت اتشا اوشكيت تان концерт не бедо мероприятие яш йоцан вручит яш заболжан нахан шаш мелчо уешхлер и мелчо диешхлер это не разовая будет оказана помощь вы периодически возан помощь оказать идю из абол бибо мегады اليوم مكتا ديريس غلدال ديكنز بيقوم بويل هردوق زوغت سون سايت راح نوخشي مت دي يوت سرقي قدل لا دوق زوغت دور بغل بقدر شتوق طبعانش ديني شرط راح تحيخر خوش دوق بوخ بنا سنة فيستيوال شكون كرشيا شوية أحمد حاجي تاخي ورزا غازت قبل دول سنفون دوقو نا وصلش دينير دقا دوقو غو دينير دلاح خديش ساندار ألق دوق زوغت دو دا ساعدو يلق لين مميك دا حون دير حد يزل دير ديرجي نوخشي مخ دير دا ديكنز بيقوم بويل
Уже идет работа по подготовке масштабного торжества для педагогов, где каждый из них будет поощрен. Контролирует ход работ министр образования и науки региона Хошбау Дедаев. Руководство региона продолжает проводить работу по сохранению, развитию и популяризации чеченского языка. Издаются научные труды, справочная литература, организовано много конкурсов и конференций. Такое внимание радует педагогов родного языка. خدشنا عيشاتنا ديل ريسخيل صوغت قيقرنا صباح صار نوختي متبشبلش ترجمن ديل ريسخيل صار. За прошедший год разработан ряд правил орфографии чеченского языка, на основе которых переизданы все учебники. Выпущен большой орфографический словарь в 10 томах из более 140 тысяч слов. Помимо этого ведутся трансляции мультфильмов на родном языке. Это колоссальный труд, который принес свои плоды. Скоро учителя смогут отметить весь успех. Ада Магомедов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Подготовка к предстоящим в марте президентским выборам находится на активной стадии. Ведется широкая работа с населением, призывающая граждан выразить свое мнение и проголосовать за одного из кандидатов. Сопредседатель регионального избирательного штаба Хусейн Салтагиреев на встрече с коллективом предприятия «Чеченцемент» подчеркнул важность участия в голосовании, проявляя гражданскую ответственность. Валентина Гусевская с подробностями. Выборы президента стоят во главе угла политической системы и общества, а участие граждан в этом процессе важно для обеспечения демократии и определения курса государства. Для трудового коллектива завода «Чеченцемент» в Чили-Юрте провели собрание, посвященное предстоящим выборам главы государства. Основным спикером выступил сопредседатель регионального избирательного штаба, доверенное лицо Владимира Путина Хусейн Салтагиреев. У нас в республике традиционно с большим уважением относятся к людям физического труда, которые своим трудом создают продукцию. И, конечно же, им некогда играть разные политические игры. Рабочему крайне важно, чтобы была стабильная, легитимная власть. Они понимают, что только при легитимной власти, избранной народом, они получат и рабочее место, и получат своевременно заработную плату, и они смогут содержать свои семьи. В ходе встречи обсудили участие жителей в предстоящем голосовании. Хусейн Салтагиреев отметил, что неотъемлемая часть гражданина демократического государства – участие в выборах и выражение своей гражданской позиции. От этого зависит будущее страны. ويقاشتس مصو أرزق دول كتوش ويبشكها أغرسي بقشة بريزيد خارج ويجر داقلاتش ساموخ لربر بيز دولدش غار اللي ناخل بيز إلار ده إش تان خليتا شورت أتو بيز شورح برلي تسح كل راح قيش حبوشان عوشان ألبش بيز. Все работники «Чеченцемент» понимают политику руководства, и мы с большим удовольствием пойдем на выборы в марте месяце. Мы всегда принимали активное участие во всех выборах, в федеральном и у нас республиканском. Выборы президента состоятся с 15 по 17 марта. Кандидатами на должность выступят Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Представители всех выдвиженцев регулярно проводят встречи с общественностью, рассказывают о программах своих кандидатов и призывают граждан к участию в выборах. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась презентация мастер-плана территории вблизи озера Кизиной-Ам. Его разработали благодаря сотрудничеству между акционерным обществом «Кавказ-РФ», правительством Чеченской Республики и администрацией Веденского муниципалитета. Итог работы стороны обсудили на совместной конференции. Эксперты рассказали, что появится полноценная инфраструктура для отдыха. Это новые базы, рестораны, отели. Представили и целую сеть пешеходных туристических маршрутов, так как в местности находятся многочисленные памятники природы. Большие изменения для самого озера, для самого кластера, но с учетом как раз-таки архитектурных стилей чеченского народа и с таким подходом к бережному отношению к природе.
Дело в том, что сейчас на объекте мы точно знаем, именно поэтому, по сути, и пришли к тому, что нужно разработать мастер-план. Очень не хватало развлечений, особенно для семей. Мы видим, что зачастую туда приезжают именно туристы с детьми. Именно поэтому в мастер-плане большой акцент очень сделан на экотуризм, на семейный туризм и на развлечения для детей. Естественно, она будет поэтапно. Можно, в принципе, сказать, что мы уже идем по этому мастер-плану, потому что те объекты, которые расположены на озере, они уже сейчас находятся на стадии строительства. Окопные свечи изготовили курсанты регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи воинов Чеченской Республики на базе Российского университета спецназа имени Верховного главнокомандующего президента Владимира Путина. Ребята своими руками мастерили их из жестяной банки, воска и бумажного фитиля. Каждый автор оставлял послание для бойца, написанное собственноручно. Одна такая свеча способна давать свет и тепло на протяжении 2 часов. Передавать их добровольцам учащиеся будут лично перед отправкой в зону проведения СВО. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества. Это на самом деле не современное, скажем так, это давнее изобретение, окопная свеча, но сейчас это очень актуально. Почему? Потому что холодное время, на таком нехитром устройстве можно как приготовить еду, можно просто-напросто осветить помещение с его помощью, можно обогреться. Горит она довольно-таки долго, изготавливается она просто. Все, что нужно, это консервная банка, картон, парафин. Ну и, естественно, желание и умелые руки. За урок порядка где-то 30-40 свечей мы изготавливаем, потому что у нас вот группа как раз, каждый изготавливает 1-2 свечи из наших учеников. И этого вполне достаточно для того, чтобы, ну, скажем так, внести свой посильный вклад в нашу победу. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.